Историческая память – это судьба народа, и народ жив, пока у него есть память. Помнить о войне, которая в Абхазии наложила неизгладимый отпечаток на каждого, стало делом всего народа. Память – это передаточный механизм между прошлым, настоящим и будущим, между живыми и мертвыми, между отцами и детьми. Именно передача исторической памяти через песни Отечественной войны народа Абхазии детям тех, чьи отцы их пели, когда смолкали орудия, стала идейным содержанием акции, организованной компанией «Аквафон», и идейным содержанием фильма «Песни нашей победы». Накануне показ фильма состоялся на центральной площади Гудаута. Мы всегда поддерживаем подобные проекты, которые помогают нам сохранить память. Нужно сохранить вот эту взаимосвязь и передать эту память молодому поколению. И этот проект очень удачный, этот проект очень четко бьет в цель. Он нравится молодым, в нем песни исполняют молодые. Орудия войны – это не только бронетехника и автоматы, это еще и песни. Не бывает народной войны без песен, потому что в них несгибаемый дух народа и решимость идти до победы любой ценой. Ирина Пабба, бывшая военная медсестра, рассказывает, что песня сыграла немалую роль в победе. Роль песни, конечно, спасала людей, раненых, и дух наш поднимала. Все-таки надеялись, ждали, знали, что рано или поздно мы победим. Не победим нельзя было, потому что это наша родина, наша земля, наши дети, наша семья. Как? С этого невозможно. Это нас поддерживало. Фильм «Песни нашей победы» основан на архивных кадрах хроники и редких фотодокументах Отечественной войны народа Абхазии. Архивные кадры были использованы совместно с постановочными съемками, в которых военные песни, получившие новое звучание, исполнили молодые музыканты, а образы героев видеохроники были воссозданы потомками отцов-победителей. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. В страну, где зверствуют бандиты, горит свободная земля. Приходят мстители джигиты, тропой Мансура Шамиля. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Съемки фильма осуществились благодаря финансовой помощи компаний «Аквафон» и «Вина и воды Абхазии». По словам создателей фильма, они нашли огромную поддержку со стороны самых разных слоев населения, что значительно облегчило процесс создания. При этом они отмечают, что осознавали весь груз ответственности, который на себя возложили, и от которого не могли отказаться. Я была военным корреспондентом на войне, записывала этих бардов на войне, сама их знала, и они мне как бы доверяли свои сокровенное, да, человек может погибнуть через день, он написал песню, впервые спел мне, у меня это на пленке осталось. Это для меня большая ответственность, и я в долгу была перед ними, надо было мне это сохранить. И мне кажется, что я это делаю. Дай Бог, чтобы я смогла это дело завершить. Мы сразу поняли, что работать над таким материалом непросто. То есть это не просто песни, которые можно там саранжировать, быстро записать и выпустить. Это, то есть, такой материал можно легко испортить. И мы долго работали над этим, старались очень кропотливо подбирать все моменты музыкальные. И надеюсь, что у нас это получилось, и это будет сегодня видно. При работе над фильмом было сделано все возможное для воссоздания реальной атмосферы солдатских посетелок в тесном кругу с гитарой, словно заглушившей на время стрельбу. Та же военная форма, живые инструменты, звуки постукивания пальцами по автоматному рожку в такт мелодии и те же песни. До Дня Победы фильм увидит во всех городах Абхазии, за исключением Гагры. В Гагре он будет показан 6 октября и станет еще одним подарком ко дню взятия города. А 30 сентября авторы фильма отправятся к абхазской диаспоре в Турцию. Денис Кузьмин, Астамур Акаба, Павел Какаля, Абаза ТВ.